Ну, нема повода. У нас это буквально позавчера было, мы получили это звонок, что у нас пожар происходит. Это произошел это в Касмарском участковом лесничестве. Конечно, сразу среагировали, эту лесопатрульную машину отправили, объем увидели, во сколько он Конечно, с вечера таких сил невозможно было поставить. Но утром, конечно, лично я уже обследовал, и тут же было поставлена известность о ситуации, данной ситуации министерства. Конечно, министерство, спасибо, я бы сказал сразу так хорошо отреагировал. И наш министр Ражаб Байгондович моментально 3 мобильные группы отправил к нам. 2 мобильные группы прилетели на самолете. Это Белебей и Уфа, Уфимское лесничество. А своим ходом добрался эта мобильная группа Середомасского лесничества. Надо сказать, конечно, что местное население и Браева, и Сазала здесь очень хорошо помогли, и остальные. С той стороны снизу работали другая группа. Это уже там во главе участковым лесничим Ильясовым Ильдаром. И пожарные. И, конечно, у нас пожарные машины работали. ПХС-3, это Зилаир, еще трактор, бульдозер С-100. И это Хайбулинский. И вот сегодня, хотя независимый, почти пожар уже локализован, но уже другая машина едет. Ну, в данный момент у нас был министр, только что прилетел. Мы облет сделали, посмотрели. Сегодня уже, можно сказать, пожар локализован. Министр Набиуллин. Да, Набиуллин, Ражаб Байгондович. Ага. А сейчас в той стране не осталось ничего? Ну, там мелкие есть. Вот сейчас люди у нас уже пообедают и сразу пойдут в эти очаги. Общими усилиями на сегодняшний день практически пожар локализован. Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации данного пожара. Значит, предварительная площадь где-то около 50 гектаров площади. Ага. Сейчас в каком состоянии? Локализован, да, пожар? Да, практически пожар локализован. Сейчас, где повалены деревья, где, заканчивается работа до полной ликвидации. А сколько дней еще вы будете здесь? Надеюсь, что сегодня к вечеру все эту работу закончим. Угу. Все, хорошо, спасибо большое. Да, давайте. Где искать вечером? Вечером Булмас, наверное. Только завтра будет. Завтра.